Уже несколько месяцев жительница Якутска Юлия Звягина пытается доказать свою невиновность. В марте этого года женщина решила сменить место работы, но встретилась с отказом потенциального работодателя. Причина стала для Юлии настоящим шоком. Благодаря этому отказу она вдруг узнала, что за ней уже несколько лет числится аж 3 судимости. Жертва ошибки или наговора? В деле разбирался Александр Зубехин. По базе грабитель и вор. На деле законопослушный гражданин. Официальная работа, 2 детей и муж. В Москве Юлия никогда не была. Однако именно там много лет назад произошел случай, который стал отправной точкой всей истории. Ко мне приехали с милиции и говорят, так и так, позавчера в Москве совершили кражу. Потом по факсу пришла фотография, это была моя соседка. Я говорю, это не я, вы же сами видите, Они говорят, да, просто мне объяснительно взяли, меня отпустили. И когда вот эту справку я взяла, сразу поняла, что это моя соседка. Могла только по моим данным так представиться и сидеть там, даже сроки отбывать. Здесь, на Лонгинова, 29/2, проживали Юлия и ее соседка Ирина. В детстве они дружили и проводили время вместе. Поэтому соседка могла знать персональные данные Юлии, в том числе ее дату рождения и место регистрации. Правоохранительная система дала сбой. Восстанавливать доброе имя никто не спешил. В прокуратуре сказали, говорят, мы ничего не можем сделать. В информационном центре идти, сами разбирайтесь в Москву. Не могла оттуда устроиться из-за этой судимости всех. Просто шоковое состояние было вообще, конечно. Это. Человек не отбывал, а они говорят, мы что сделаем? Все ваши данные вы сидели, извините. Напрашивается вопрос, как такое могло произойти. Прокуратура Москвы предоставила республиканским коллегам сведения, согласно которым в уголовных делах по обвинению Звягиной имеется копия заявления формы 1П. Именно на основании этого документа на этапах расследования и рассмотрения уголовного дела и идентифицировали личность виновного лица. Для оформления паспорта заполняется форма 1. Она называется «Заявление об обмене, замене паспорта гражданина Российской Федерации». И обязательно вклеивается вот сюда в левом углу, получается фотография 3,5-4. Это на выбор гражданина либо цветная, либо черно-белая предоставляется. Черно-белая ксерокопия данного документа направляется по запросу в правоохранительные органы. Откопировав на обычном каноне, ксерокопию делали и направляли раньше в судебные органы, то есть инициатору запроса. Раньше направлялась форма 1 без приложения фотографии, поэтому, возможно, могли быть какие-то уже нестыковки, будем так говорить. Да? То есть, когда нечетко видна фотография, но это в исключительных случаях. Случай Юлии как раз оказался из их числа. После безнадежных попыток объясниться с потенциальными работодателями, женщина обратилась к уполномоченному по правам человека. И дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Мы достигли понимания со стороны генерального директора медицинского центра. И в настоящее время Юлия Михайловна, она работает в медцентре, в прачечной, где она, по заявлению обращалась и ранее получила устный отказ. Но найти работу – полдела. Борьба за права Звягиной продолжается. Сейчас проверку проводит прокуратура Москвы. Александр Зубехин, Павел Пахомов, Дилус Иннокентьев, Георгий Григорьев.